Как чеченский парень в одиночку сдерживал наступление немецкой армии, словно герой из кино. На Украине он буквально в одиночку остановил продвижение врага, уничтожив более сотни фашистов. Он расчищал путь своей пехоте, подавляя вражеские пулеметные точки с такой хладнокровной точностью, что солдаты шепотом передавали его имя. Февраль 42 года. Курск. Он снова остался один. Раненый, с пробитой рукой, но продолжал вести бой. Взрывы выводили из строя его оружие. Он менял один пулемет на другой и не отступал. На его счету тогда оказалось еще 200 уничтоженных врагов. За этот бой он получил орден Красной Звезды, а позже орден Красного Знамени, когда под Сталинградом уничтожил еще 3 сотни нацистов. На него объявили настоящую охоту. За его голову предлагали награды, но никто не мог с ним справиться. Высота 220 на левом берегу Дона. Именно там он принял свой последний бой. Только прямое попадание танкового снаряда смогло остановить этого человека. Даже тогда он успел уничтожить 250 солдат и 2 пулемета. Один против целой армии. Его звали Ханпаша Нурадилов. Газеты писали о нем слагали легенды. Самый молодой, самый меткий, самый бесстрашный пулеметчик Великой Отечественной войны. Как ты думаешь, в нашем времени вообще возможны такие люди?